Национальная вещательная компания «Саха» по традиции встречает весну вместе с жителями Якутии. На протяжении нескольких лет сотрудники телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха» и радио «Тетим» отправляются в улусы республики для поиска интересных историй. В этом году весна на НВК прошла в Кобяйском улусе. На протяжении дня сотрудники медиакомпании освещали работу ключевых учреждений поселка Сангар, а также занимались поиском интересных людей. Корреспонденты НВК «Саха» выходили в прямые эфиры с разных точек поселка. Одной из таких стал аэропорт, построенный по поручению президента России в 2023 году. Сегодня его пассажиропоток рассчитан на 35 человек в час. Зимой воздушная гавань служит как аэродром для принятия санитарных рейсов. В основном работа в летний период. Основная работа это по охране лесов. В зимнее время полеты выполняются только по санзаданию и по аварийно-спасательным работам. Остальных нету. Все с пассажирами работа начинается только в межсезонье. То есть в мае, июнь, даже в апрель, май и октябрь, ноябрь. В это время очень много пассажиров, потому что другим способом добраться и выбраться отсюда нет возможности. Это сейчас аэропорт Сангар, трехэтажное здание с контрольно-пропускным пунктом и комфортным залом ожидания. Но ранее у вокзала не было даже взлетно-посадочной полосы. Железные птицы садились прямо на воду. В последующем аэропорт стал размещаться в здании, арендованном у Почты России. Деревянное строение стало пристанищем для авиаработников на целых 70 лет. В начале нулевых оно было признано аварийным. История нашего аэропорта началась еще с 30-х годов. Первый самолет, который увидели вообще в Якутии, это был 27-й год. Этот самолет был доставлен с Владивостока на барже до Тикси, а потом с Тикси уже отправились сюда по Якутии, он начал летать. Вернее, пролетел один раз. Так, так вообще у нас в 30-е годы аэропорт был, гидроаэропорт был. И в 45-м году появилось, уже сделали наземный аэродром, который вот работает до сих пор. Одним из старых зданий в Сангаре можно назвать спортивный комплекс «Атлантида», в котором располагался бассейн. Он был первым открывшимся на территории вечной мерзлоты. Свои двери он распахнул в 1969 году по инициативе угледобытчиков. Сегодня бассейн – это дорожки по 25 метров и со средней глубиной 2 метра. Приходят позаниматься плаванием как дети, так и взрослые. При открытии данный бассейн его назвали «Юность». Изначально построен как одноэтажный был, один этаж был плавательный бассейн и раздевалки. В 1989 году был построен пристрой двухэтажный, и на втором этаже был также открыт тренажерный зал. Также наш бассейн посещает в тренажерном зале на втором этаже тоже по населению. В основном молодежь и старшее поколение. Сегодня, так же как и раньше, бассейн продолжает свою деятельность. Сюда приходят и не только взрослые, но и подрастающее наше поколение. Работаю в бассейне 25 лет уже. За это время очень много детей научилось плавать. И взрослые поправляют свое здоровье. У нас есть даже чемпионы республики по плаванию среди ветеранов. Больше всего занимаются дети. И с детского сада они даже приходят со своими родителями. Тренировки проходят у них 2-3 раза в неделю. Особое внимание уделяют патриотическому воспитанию. В первой школе поселка Сангар обучается более 280 детей в 17 классах. В начальной школе открыто 2 класса с изучением якутского языка. История школы начинается с 30-х годов 20 века. Тогда в ней обучались всего 2 года. В 1947 году школа стала средней, а при ней был открыт интернат. Наша школа общеобразовательная, у нас развита по всем направлениям идет развитие, но особо военно-патриотическая. С 2006 года у нас действуют кадетские классы, и на базе этих классов у нас был образован военно-патриотический клуб «Виктория».
Конечно, на региональном уровне вот мы в прошлом году выступили очень достойно в командных состязаниях, заняли призовые места. И в этом году мы также готовим команды на участие в Зорнице 2.0. Мы усердно готовимся к предстоящей Зорнице. Из самых ярких достижений мы в прошлом году заняли первое место в муниципальном этапе. Это дало нам путевку в региональный этап. Мы смогли там себя достойно показать. Мы заняли призовые места в командных состязаниях: тактическая медицина, огневая подготовка и выживание в экстремальных условиях. Я считаю, это было очень достойно. И вот, как я говорила, мы прямо сейчас усердно готовимся. У нас готовится и старший состав, и мы готовим младший состав, чтобы выехать на региональный этап. Школьники также активно участвуют в жизни класса и школы. Мы помогаем переносить столы, стулья, мы помогаем людям. Например, они же не знают нашу школу, когда приезжают. Мы их отводим в столовую, где они проживают у нас. Мы им ставим раскладушки, помогаем очень хорошо. На самом деле в школе очень интересно. У нас много чего проводится, и соревнования. И мы, вот как я сказала раньше, движение первых. Чем я занимаюсь вне школы? Честно, я хожу на волейбол. Это такая секция у нас тоже тут проводится. Сижу дома, играю в игры. Сегодня в Кобяйском улусе открыто 24 отделения движения первых. Дети из сангарского подразделения активно участвуют в жизни поселка и помогают не только в организации мероприятий, но и ставят культурные программы. Помимо этого, активисты движения помогают пожилым жителям по дому и многое другое. Недавно у нас буквально на прошлой неделе завершился муниципальный этап регионального проекта «Слет первые вместе». У нас участвовало 4 команды. Опять же, должны были участвовать 10, но было всего 4 из-за того, что замело дорогу. Ребята не смогли у нас просто доехать, не было возможности. И сегодня у нас будут после обеда репетиции. У нас команда Сангарской первой школы, которая одержала победу, готовится у нас выезд на региональные мероприятия. В поселке в начале этого года свои двери распахнула современная поликлиника Кобяйской центральной районной больницы имени Матрёны Тереховой. Раньше больница совместно с терапевтическим и педиатрическими отделениями находилась в холодном трехэтажном каменном здании. Зимой температура в помещениях опускалась до такой отметки, что врачи были вынуждены вести прием в теплой одежде и сидя в унтах. Сегодня все изменилось. Сейчас очень все удобно. Понимаете, удобно для больных и удобно для нас. Не выходя из этого здания, мы можем сделать все исследования, которые необходимы. УЗИ там кабинет, наверное, вы посмотрели, да? Рентген кабинет очень хороший. Все специалисты нужно, мы сразу бежим уже друг к другу. Поэтому для нас очень комфортно. Лично для меня это очень большой подарок, замечательный за эти годы работы, потому что я сама не думала, что я еще смогу работать в таких хороших условиях. В двухэтажном здании разместились 2 терапевтических и 2 педиатрических участка, кабинеты узких специалистов. Сегодня врачи обслуживают население всего поселка, а именно более 3000 человек. Больше всего в заботе о здоровье нуждаются дети. Для них при поликлинике открыт собственный стоматологический кабинет. Мы здесь со 2 февраля. Больница, конечно, очень хорошая. Предыдущее старое здание, оно нам досталось от другой организации, еще с советских времен. И сейчас мы даже не думали о том, что мы можем работать в таких условиях. Все прекрасно, и больные довольны, и мы довольны. И это новое слово в обслуживании наших больных. На 2 этажах взрослого отделения разместились кабинеты УЗИ, ФГДС и колоноскопии. Высокотехнологичный аппарат УЗИ может выявить заболевание на ранней стадии, а переносной прибор удобен при транспортировке из кабинета в кабинет. В поликлинике предусмотрены кабинеты ФЛГ и рентгена костей, маммографии и рентгена полости рта. Все аппараты отечественного производства и удобны в обслуживании. Прибор для рентгенографии может трансформироваться из вертикального положения в горизонтальное. Оборудование для флюорографии же, в свою очередь, представляет из себя полностью железную кабину, позволяющую минимизировать риск получения радиации. Поликлиника рассчитана на 104 посещения в смену, имеет 2 входа для детского населения, для взрослого, имеет открытую регистратуру, учли здесь и интересы маломобильных граждан. Поликлиника современная, имеется 2 лифта,
полностью обеспечена всем современным оборудованием. В этом году Кобяйский улус примет на своей земле эссе-халанхо – 21-й республиканский праздник летнего солнцестояния, приурочен к Году единства в России и Году культуры в Якутии. Уже сейчас коллективы поселка вовсю готовятся к масштабному празднику. В этом году мы все знаем, что у нас в Кобяйском районе, в селе Кобяй, будет проходить республиканский эссе-халанхо. И, соответственно, идет сейчас подготовка к этому празднику. Всем населением, все работники учреждений занимаются. Весна на НВК за время ее проведения посетила многие улусы Якутии. Сегодня в их числе добавился Кобяйский. Медиакомпания НВК «Саха» продолжит освещать жизнь якутских поселений.